Мачот Тоголдо, менде мындай сурооду айтсаңыз, кайсы проектилерди, кайсы ишкерлердин проектилери, кайсы жаатта проектилерди колдоп бердиңиздер? Канча каражат бөлүндү? Кыскача айтып коесуздар? Мына бияқта слайдта бар. Я очень извиняюсь, я без очков, да? Мелко. Хорошо, ага. То есть, получается, у нас 8 проектов в прошлом году было утверждено и одобрено, на сумму более 361 миллион, фактически профинансировано 210 миллионов. Из них, там, получается, по прямому финансированию 240 миллионов сомов был одобрен проект крупный по производству воды и других составляющих. Это какая компания? Где находится? Это компания Шоро. Шоро, да? Да. А что они открыли? Завод? Они будут открывать на юге дополнительный завод. Ну это хороший проект. И будут дополнительно открывать завод здесь на севере по производству сладкой воды. Сумма 240 миллионов сомов. 240 миллионов сомов. Так, это вот из частных крупных проектов один, да? Вот Да. Дело в том, за это короткое время, да? Как я вот говорил ранее, банк начал свою деятельность где-то в апреле. Общий капитал банка 16,8 миллиардов сомов. Из них 14,8 миллиардов сомов уходит на Мегаком. Фактически у банка где-то 2 миллиарда сомов сейчас денег есть. Из них мы, получается, начинаем потихоньку финансировать. То есть, получается, в апреле мы до лета проводили организационную работу по становлению банка. Надзорные органы подобрали, структуру утвердили, потом внутреннюю нормативную базу всю. Потому что банк государственный, и будут со стороны счетной платы, конечно, будут проверки и так далее. То есть все эти нормативные базы мы привели в соответствие, и с осени прошлого года мы начали финансирование. Кроме того, у нас есть программа, так как у нас филиальной сети нету, у нас всего лишь 37 человек работает сейчас, то есть мы используем в качестве филиальной сети банки-партнеры. Это кто? Это, получается, у нас с 5 банками уже есть договора. Туда входит Керемет, Бакайбанк, потом Азиабанк, КШБ и последний банк, не помню, мы вам дадим Вот информацию. я просто хочу спросить, если вдруг предприниматели захотят обратиться, захотят, ну как бы тоже вот как в случае с Шоро, да, каким критериям они должны соответствовать и о какой сумме может идти речь? Можете уточнить? У нас есть несколько продуктов. Один из продуктов... Вкратце, прям очень, вот если Да, они сейчас это нас вот смотрят, эти- чтобы они на 2025-2026 год вдруг будут планировать. Хорошо, если до 20 миллионов сомов, они могут обратиться в банки-партнеры. Условия там 9% до 8 лет. Это вот эти 4 банка, которые вы озвучили, да? 5 банков. Сейчас еще там туда присоединятся РСК и Л-банк. И РСК, и Будет наши всего банки. 7 банков. Мгм. То есть они могут туда обратиться, если до 20 миллионов Заявку сомов. оставить до Под 20 миллионов 9%. По 9%. В сомах. Так. Мгм. А напрямую, если сумма превышает 20 миллионов, они могут обратиться к нам, у нас от 6 до 8%. Они должны соответствовать, во-первых, у нас основной принцип – это не получение прибыли, у нас основной принцип – это социально-экономический эффект. Например? Например, это создание дополнительных рабочих мест. Это коммерческий проект, так. Да, увеличение платежей в бюджет. Так. Кроме того, как я вот в слайдах показывал, у нас есть 5 направлений. Может быть, слайд, да, открыть это? 5 направлений, которые выбраны в качестве приоритетных. Эти направления, во-первых, указаны в правительственных документах, в Кабинете министров, а также в наших стратегиях. Это вот получается промышленность, потом зеленые кредиты. Зеленая экономика, промышленность, потом горная добыча и переработка, логистика, транспорт и транспорт, логистика, и IT-сектор. IT. То есть, если вот эти сектора, то предприятия могут напрямую к нам обратиться и получить финансирование. Социально это может быть связано с детьми. Если вы просто вначале сказали социальное направление, да, я просто уточняю. Не, я вначале говорил по поводу социальных платежей. Это социальные платежи, все, а то я не совсем по детям там Все, не я было. поняла. А то вот поэтому я и переспросила, как это по То есть, направлению. получается, вот эти 5 направлений у нас как приоритетные, и они соответствуют именно программам правительства. 3,5 миллиардов – это расчет на этот год мы планируем выдать. На 24-й. На 24-й То есть год. они сейчас могут обращаться, да? Сейчас они могут обращаться. И 1,5 миллиарда есть на зеленую экономику, Да. горнодобывающую 1 миллиард сом и 1 миллиард на транспорт, логистика. Да. И вот эти проценты, да, 13%, 20%, 48%. Это от общего портфеля. Это от общей суммы, это да, сколько? удельный вес. Дело в том, что вот мы большое внимание обращаем на промышленность,
так как коммерческие банки страны, они промышленность недофинансируют. Мы сделали анализ, фактически большинство средств коммерческих банков ушло на потребительские кредиты и частично на ипотеку. А вот 1 миллиард на транспорт и логистику, это можно уточниться, что именно? Это вот как там? На что могут рассчитывать? Это получается на приобретение транспортных средств, потом строительство логистических баз каких-то там такого плана, да? Инфраструктурная. Да, инфраструктурные. Все, спасибо большое. Колдун.